Давайте мы сейчас, вот следующий слайд, пожалуйста, вот попробуем на конкретном примере разобрать, как работает аналитик вот с конкретной темой. Допустим, вы команда аналитиков из крупной международной консалтинговой компании. Вас наняли, попросили проанализировать риски возникновения дефицита воды в Казахстане. Вот вы, команда, 7-8 человек, профессионалы. Приехали. Мало что знаете, как обычно у аналитиков бывает об этом предмете. Приехали, вам дали задание. Вы кивнули, щеки надували, сказали, мы это знаем, все, напишем. Ну и вот сели 6-7 человек и начинаете думать. Полный, как бы, чистый лист. Вот. Ничего не знаете. Вот теперь вы перед друг другом искренне, вот теперь начинаете вот работать. Вот как бы вы работали в этой ситуации? Вот как вы бы здесь все это начали бы исследовать? Вот это вот реальный кейс. Вот, вам дали задание. Что нужно в этой связи? Вот первая часть, вот исходя из тех схем, которые мы до этого разобрали, вы помните описание проблемы, анализ проблемы, тенденции, факторы, прогнозы, выводы, о чем мы говорили. Вот примерно в конкретном кейсе это вот так будет выглядеть. Вам поставили перед вами такую задачу. Вы начали ее анализировать. Вот как вы начнете? Вот для многих из вас же, да, как и для меня, проблема воды – это как бы не самый главный приоритет, скажем так, честно, да. Но в этом-то и специфика работы аналитика. Нам могут дать задания, по темам которых мы не сильно разбираемся. С чего надо начинать? Надо начинать сперва вода. Хорошо. Так, ладно. Какая вода? Видимо, пресная вода, да? И морская вода. Ну, у нас есть Каспий. Но, видимо, речь идет прежде всего о пресной воде. Хотя Каспийская морская вода используется с использованием системы опреснения для водообеспечения города Ахтау. Это стратегический источник воды. И вот предприятие, которое опресняет воду, имеет стратегическое значение, критическое значение для города Ахтау. Там очень много проблем, но это другой уже кейс. Соответственно, хорошо, давайте возьмем пресную воду. Так, теперь начинаем разбираться. Сколько в Казахстане пресной воды? Где она, пресная вода, сосредоточена? То есть вы как аналитики начинаете сбор информации. Так, 45% сосредоточено в озерах. Хорошо. Дальше. 24% это ресурсы рек. 18 ледники, 13 подземные воды. То есть, таким образом, один из важнейших источников воды – это ресурсы рек. Для себя заметку сделали. Дальше. Возобновляемые, невозобновляемые источники. С ними разбираетесь. Дальше. Следующий сегмент. Разбираетесь. Вот это по ресурсам разобрались. Подземные, наземные воды. Откуда они? Дальше идете. Потребление. Нужно понять потребление. Это все мы пока в первой части. Мы еще сами изучаем проблему. Так, потребление. Так, ежегодное потребление 25 кубических километров. Разобрались. Так, сравнивайте с другими странами. Много, мало. Берете страны, которые примерно похожи на нас. Узбекистан берете, там, другие страны берете. Дальше. Смотрите по региональному разрезу. Вроде бы воды много. Это первый уровень анализа. Но вывод нельзя делать, что у нас воды много. Почему? Начинайте теперь смотреть по региональному разрезе. Ага, вот здесь начинаются интересные вещи. Воды больше на востоке, мало на западе, есть проблемы на юге. То есть вы по регионам уже начинаете видеть картину. Вроде бы воды кажется много, но когда региональный разрез, ситуация уже у вас изменилась. Дальше. Теперь смотрите в целом какие задачи государство решает.
развивает агропромышленный комплекс, значит, вода нужна. Развивает какие-то производственные объекты, вода нужна. Количество населения растет, вода нужна. Все это вы разобрали, и вы вникли, вы погрузились в проблему. Это вот просто как аналитические методы работают. Это все сбор информации. Вспоминайте, откуда информация, статистика, данные госорганов и так далее. Данные международных организаций. Все это собирайте. Дальше, теперь общую оценку описательной части со сбора к оценке. Я вам, помните, говорил об оценке. Мы оцениваем ситуацию, даете оценку. Оценка. Что это значит? Какие факторы влияют? Какова обеспеченность? Какова в целом ситуация? Так, следующий уровень анализа. Видим, что из 8 имеющихся речных водохозяйственных бассейнов 7 являются трансграничными. То есть мы зависим от других стран. Ставите себе галочку. Ага, вопросы водной безопасности возникают. Следующее. Вы находите цифру, что 45% ежегодных возобновляемых ресурсов поверхностных вод поступают с территории соседних государств. Более серьезная цифра. Вы видите, что половина воды, которая нужна нашей экономике, сельскому хозяйству, населению, половина поступает из-за рубежа, из других стран. Пометку снова для себя сделали, что уже зона какая-то есть здесь для исследования. Дальше. Смотрите сток. Раз поступает из-за рубежа. Хорошо. А как ситуация с водой? Видите, что сток уменьшается трансграничных рек. Уменьшается поступление воды из других стран. Особый дефицит воды наблюдается в районах рек Сырдарья, Жаек, Шу, Или, Талас. Ну, к примеру говоря, здесь что-то, здесь условно взяты эти реки, но понятно, что это трансграничные, но по некоторым сейчас проблемы более-менее решаются. По Сырдарье, по Жаику, в частности, серьезные проблемы. Так, поняли. Почему происходит это? Почему уменьшается сток? Начинайте дальше идти. Смотрите прогнозы международных организаций, казахстанских экспертов, независимых экспертов. Они прогнозируют, что к 2030 году будет сокращен сток от 15 до 40%. Уже здесь красным все для себя выделяете. Эксперты ожидают уменьшения стока до 40%. Если 40% воды нам нужно приходит по трансграничным рекам, если 40% сокращается, что это будет? Понятно, что последствия будут ощутимы для нас. Дальше смотрим потребление. Как мы потребляем? Сельское хозяйство – 60% от общего объема потребления в стране. Промышленность – 30%. 5% приходится на питьевую воду и ЖКХ, то есть вывод – сельское хозяйство. Анализируйте, какие культуры в сельском хозяйстве. Анализируйте, какие культуры потребляют больше всего воды. Выявляете для себя, что больше всего воды потребляет рис, хлопчатник. Рис – это южные регионы. И там и так проблемы с водой. Дальше. Изучаете и понимаете, что нерациональное использование и износ растительных систем в сельском хозяйстве приводит к потерям до 30% воды. Сравнивайте с международным уровнем, видите, что это очень много. Дальше. Загрязнение вод. Серьезная проблема. Серьезные компании наши продолжают иногда этим заниматься. Для себя это фиксируйте. Смотрите изменения климата. Ледники. Актуальная тема. Видите, что в Казахстане тоже климат меняется и очень серьезно, где-то по каким-то показателям. В частности, среднегодовая температура воздуха в Казахстане за прошедшие годы увеличилась в среднем на 0,28 Цельсия и каждые 10 лет. То есть 0,28 градусов каждые 10 лет. Средний показатель по миру 0,18%. У нас выше. О чем это говорит? Мы в зоне риска. Таят ледники, уходит вода. То есть
Для себя это зафиксировали. Дальше. Прогнозы. Теперь делаете, факторами разобрались. Трансграничные реки, влияние глобального потепления, загрязнения и так далее. Дальше. Теперь как все это будет развиваться? Видите, что Казахстан ставит задачу по развитию АПК. Будем развивать сельхозкооперацию. 1 триллион тенге на сельхозкооперацию в ближайшие годы будет выделено. Огромные деньги будут выделены по программе лизинга для сельчан. Видите, какие огромные ресурсы выделяются и что это значит. Плюс, конечно, здорово, молодцы, продовольственная безопасность. Но понимаем, что это все подразумевает увеличение использования воды в Казахстане. Ну, это естественно. Соответственно, прогнозируем рост потребления воды. Дальше. Видим, что у нас дальше будут происходить процессы, связанные с уменьшением стока трансграничных рек, исчезновением горных ледников. Будем больше ощущать последствия глобального потепления. И таким образом вы все это анализируете и приходите к выводу, что к 2030 году такие-то регионы могут столкнуться с дефицитом воды в Казахстане. То есть прогнозы, экстраполируете тенденции. Конечно, водосберегающие технологии тоже нужно изучить. Это как бы, если до этого мы о минусах говорили, это плюс. Но смотрите, как Казахстан использует водосберегающие технологии, и видите, что они используются лишь на 15% орошаемых земель. А это минус. Проанализировали. Таким образом, тренд построили. Вспоминайте, как я говорил, тренд строим, экстраполируем тенденцию, делаем факторный анализ. Увидели тренд не очень хороший. Тренд немножко такой напрягающий. Значит, будет дефицит воды. Ну, это все утрировано, может, не так все драматично в жизни. Да, я просто вам говорю, как аналитик размышляет. Дальше. Наши выводы и решения. Вот вы, группа представителей крупной международной консалтинговой компании, вот вы теперь, вот ваша базовая часть, вывод сделали, прогноз сделали, и теперь готовите рекомендации. Рекомендации какие вы даете? Расширять использование водосберегающих технологий, сокращение износа и модернизация инфраструктуры, перепрофилировать земледельческие хозяйства на культуры с меньшим потреблением воды. В частности, предлагаете сократить площади под рис. Это болезненно для некоторых сельчан, для некоторых фермерских хозяйств. Альтернативу, значит, предлагаете. Что может быть для них альтернатива? Предлагаете строить дополнительные водохранилища. Считаете, сколько нужно водохранилищ. Примерно расчеты делаете, сколько-то средств для этого необходимо. Предлагаете пути решения вопроса водопотребления соседними странами по рекам Сырдарья, по Уралу и так далее. И предлагаете активнее включиться в глобальную зеленую повестку с целью предотвращения глобального потепления и реализации целей Парижского соглашения. То есть вот примерно перечень таких вещей, которые вы предлагаете. То есть вот примерно вот пройдя вот этот путь, все проанализировав, проведя вот этот весь анализ комплексно, системно, сделав эти выводы, вы в конце концов вот приходите к каким-то предложениям, рекомендациям, и все это красиво, просто, ясно оформляете, просто, ясно излагаете, делаете визуализацию, диаграммы необходимые, чтобы показать все. И все это излагаете на 20 страницах. Весь этот анализ, весь этот путь пройденный. Излагаете, и вот буквально в аналитический отчет уже все это не будет попадать, что вы исследовали, только какие-то общие тенденции, выводы, предложения. Вот это все вы проделали, всю эту работу в начале, вот постановка проблемы в частности, да, в этой части. Все это вы сделали, весь анализ, он нужен для вас, чтобы вам погрузиться. В конечный отчет это может не попадать, и, наверное, не нужно перегружать вашего заказчика такого рода информацией.
Общие тенденции, общие диаграммы, общие какие-то вещи можно просто показать схематично. В общем, вот примерно кейс по подготовке аналитического материала, который должен раскрыть проблему дефицита воды в Казахстане к 2030 году. Вы такой материал готовите, передаете его, через неделю забываете обо всем и занимаетесь какой-то другой темой. Условно там вопросами идеологии в Казахстане. Вот в этом работа аналитических групп. Конечно, где-то специализация какая-то останется. Вы дальше же такого рода репорты можете делать для других стран, похожих стран. Весь багаж этот можно использовать и в других странах. Это все очень важные ваши наработки, ваши методы, подходы, которые, в принципе, вам пригодятся в дальнейшем. Следующий слайд – это распространенные ошибки, тоже из практического опыта. То есть тоже это не абстрактные вещи, а вот то, что я видел у своих коллег, с чем сам сталкивался, где-то сам ошибался. Эксплуатация преувеличенных угроз. Аналитику важно, чтобы адресат читал его материал. Заинтересовать адресата. Чтобы адресат как-то какой-то вывод для себя сделал, обратил внимание на ваш материал. И часто аналитики делают такую ошибку, что где-то они, чтобы обратить внимание, ухудшают реальную ситуацию. Но где-то показывают свою крутость, где-то распутывают теории заговора, какие-то конспирологические теории раскрывают. Нужно понимать, что в мире все гораздо проще и банальнее. Вот я сторонник такого мировосприятия, видения, что в мире многие вещи происходят по глупости. По глупости, по недоработке, недооценке и так далее. Конечно, где-то какие-то теории могут быть, можно их изучать, они для кругозора, может быть, полезны, интересно их почитать, но в большинстве случаев в мире много происходит потому, что кто-то вовремя не собрал информацию, качественно не проанализировал, кто-то глупость сказал, кто-то начальству хотел что-то там оперативно передать. Таким образом, в принципе, нужно иметь в виду, что не нужно преувеличивать проблемы, если их там нет. И не нужно в эту ментальную какую-то ошибку попадать, что нужно что-то там показать, что это вот обострение и так далее, чтобы начальство там оценило, заказало, еще какой-то заказ какой-то получить на исследование и так далее. Дальше. Некачественная работа с информацией. Ну, мы об этом говорили. Факт-чекинг обязательно должен быть. Обязательно в нашей работе. Мы не верим информации. Базово наш принцип – не верить. Вот не верю я этой информации, и все. Вот докажи, что это правильно. Доказательства для нас. Смотрим на один источник, на второй авторитетный источник, третий источник. Если три источника разных, которые не пересекаются между собой, одну и ту же информацию дают, скажем, по какой-то ситуации в какой-то стране. Три разных источника, которые не аффилированы между собой и которые считаются авторитетными. Ну, где-то, наверное, можно еще начать работать с этой информацией. Следующий вид ошибки – это искать проблему там, где ее нет. Ну, есть известный кейс вторжения США в Ирак в 2003 году. Американская администрация очень хотела свергнуть Саддама Хусейна. Очень прям у них было такое желание расквитаться с Саддамом Хусейном. Но это долгая история. Ими до этого что-то там происходили, у них какие-то свои взаимоотношения. И были сведения, что Ирак разрабатывает оружие массового поражения. И было поручено разведывательным службам найти информацию. В администрации были убеждены, что так оно и есть, что Саддам разрабатывает оружие массового поражения. Никто в этом не сомневался. Дали поручение разведывательным службам найти информацию.
Разведка искала, где-то тоже вот попали в какие-то ошибки, хотели дать информацию, которую начальство хотело получить, где-то, видимо, ошиблись, и таким образом предоставили данные, что Саддам Хусейн разрабатывает оружие массового поражения. И это стало поводом, это стало главным оправданием, причиной для вторжения США в Ирак в 2003 году. Свергли Саддама, изменили систему. К чему это привело, это уже отдельный кейс, отдельная история. Но суть в этой истории в том, что оружие массового поражения в Ираке не нашли. И не нашли даже следов этого оружия. То есть, соответственно, аналитики дали неправильную информацию, искали проблему там, где ее нет, и человеческий фактор сыграл, и соответствующие какие-то данные дали, которые привели к такого рода серьезнейшим решениям. Ну и также часто встречается ошибка – это фокус на деталях, игнорирование главного. Что такое главное? Главное – это фундаментальные процессы, которые происходят в стране или в мире. Вот надо всегда, вот пишем о какой-то детали, о каком-то элементе, но всегда нужно иметь в виду, вот за деревьями видеть лес, как говорится. Видеть, что за вот этими фактами есть какие-то фундаментальные вещи. И вот эти какие-то конъюнктурные, хайповые вещи, они не должны отвлекать от каких-то основных вещей. И две еще ошибки: поверхностность, банальность часто встречается. Часто это бывает от того, что отсутствует необходимый багаж знаний. Ну и дефицит идей тоже часто встречается. Банальность аналитики пишут, что тоже, конечно, показывает, дефицит идей показывает то, что поверхностно подошли к изучению темы, не разобрались в теме, не углубились в тему, не пошли в детали. Вот мы на водном кейсе мы с вами разбирали вот и какие-то вещи, детали смотрели. Вот значит, такой работы не было проведено, просто что-то посмотрели, там, что-то написали, отдали. Ну, отсюда и дефицит идей возникает. Следующий слайд – это формула качественной аналитики. Качественный материал слагается, или составными элементами качественного материала являются системный подход, качественная оценка, убедительный прогноз, простой и ясный язык, глубокие выводы и рекомендации, о чем мы сегодня говорили. И еще раз ваше внимание обращаю, что общие требования к аналитическому материалу можно свести к следующим ключевым моментам. Оценка ситуации, а не ее описание. Аналитики оценивают ситуацию. Во-вторых, глубина, разносторонность. Идите в детали, анализируйте детали, но не забывайте о фундаментальных вещах. Прикладной характер. Аналитики, они не ученые в таком чистом виде. Мы готовим основу для принятия практических решений. Лаконичность, простой язык, об этом мы говорили, реалистичность рекомендаций. То есть, когда вот этот весь массив проанализирован, только тогда появятся реалистичные рекомендации. Ну и завершенность. Завершенность в тексте – это тоже очень важный аспект. У многих молодых аналитиков его нет. Ну или с годами это все должно нарабатываться. Завершенность текста – это цельность текста, наверное, прежде всего. Цельность, хороший анализ, идеи, выводы, то есть цельность, зрелость текста. Но это тоже нарабатывается с каким-то опытом. Я думаю, что если правильная оценка проведена, с деталями разобрались, фундаментальные тенденции учли, появится и завершенность в конечном итоге.
И завершающий слайд, буквально, коллеги. Работа в команде. Я вот в прошлый раз на первой лекции я не рассказал о работе в команде нашим слушателям, и я сам пожалел об этом. Вообще вот вы будете работать в командах, по 6-7 человек мы вас делим. У вас вот задания индивидуальные для каждой команды. И вот несколько рекомендаций вам. Почему? Потому что работать в команде очень важно для аналитиков. Большие материалы, кейс воды, например, мы смотрели, или другие темы, их очень сложно в одиночку такие исследования реализовать. Такие исследования провести очень сложно. Это у вас займет много времени. В команде можете все быстро сделать, оперативно. Аналитики так и работают очень быстро, оперативно. Это вот тоже наша особенность, наше отличие от науки. Надо быстро, оперативно делать многие вещи. Поэтому нужно работать в команде. Я знаю, что многие аналитики любят работать в одиночку. Я сам такой же был. Я сам же любил закрыться, там что-то писать, там так далее. Там. Мне не нравилось, там кто-то там что-то пишет, думаю, не так же это там, да. Но потом я понял, что я ошибаюсь по многим вещам, и я не понимаю многих вещей. И дальше я понял, что очень важно работать в команде, чтобы все равно один человек, он не увидит всю совокупность нюансов, не увидит всю глубину проблемы. У него все равно усталость будет, все равно глаз замылится, все равно что-то пропустишь. В команде, когда работаешь, друг друга критикуешь, подправляешь, в конечном итоге хороший материал появляется. Очень важно работать в команде. Это один из факторов эффективности в работе аналитических структур. Поэтому какие правила? Нужно выбрать координатора. Пусть это будет наиболее опытный, квалифицированный участник вашей команды. Доверьте ему координацию и уважайте его лидерство. Не нужно его постоянно челленджи ему устраивать. И вот доверьтесь ему, какой-то период дайте ему. Пусть он будет лидером. Второе. Распределите нагрузку с учетом компетенций участников группы. Не стремитесь поделить нагрузку поровну. Вот если вы сейчас материал будете готовить, условно по МСБ, вот сейчас начнете, 6 человек, каждому условно материал условно 18 страниц, по 3 страницы каждый пишет. Ты 3 страницы, ты 3 страницы, ты 3 страницы и так далее. Вот это будет точно катастрофа. Честно посмотрите на уровень друг друга, никого не обижайте, но поймите, что кто-то в этой теме разбирается, кто-то меньше разбирается, кто-то писал до этого, кто-то не писал. Поэтому вы же работаете. Кто более опытный, должен учить других в процессе. Это вы тоже учитесь, вы у друг друга учитесь в группах. Поэтому постарайтесь сделать таким образом, что кто опытнее больше пишет, кто меньше помогает, собирает материалы, статистикой занимается и так далее. Вот таким образом подойдите более гибко, более творчески. Не нужно все поделить поровну, давайте такой дедлайн, все собираемся и отдадим. Так не работает аналитическая команда, и это ни к чему хорошему не приведет. Следующее. Проводите общие мозговые штурмы. Всегда важно говорить, почему один человек, он будет все равно хуже анализировать ситуацию, у него нет возможности проговаривать, надо проговаривать. Может неправильно, может что-то банальное говорите, но проговаривайте, и какие-то новые идеи у вас появятся. Четвертое. Вместе работайте, общайтесь, коммуницируйте, обсуждайте проблемы, помогайте друг другу. И помните, что вы здесь в том числе для того, чтобы развивать свой нетворкинг, для того, чтобы заводить новых друзей, новых знакомых. Поэтому коммуницируйте, общайтесь. Пятое. Определите одного, максимум 2 человек, кто будет работать с текстом на завершающем этапе. То есть соберете когда текст, кто-то все равно должен заново, наверное, не надо говорить, но кто-то должен все равно его под единый стиль привести, доработать его. Кто-то все равно должен с ним работать на последней стадии.
перед тем, как сдаете документы. Поэтому такого человека нужно определить. Обычно это бывает руководитель команды. И последнее, уважайте друг друга, получайте удовольствие от общения с друг другом, от того, что слушаете интересных людей, общаетесь с людьми, которые имеют больше опыт, чем у вас. Эти 8 недель, 8 суббот для вас возможность для самосовершенствования, для развития. Мы вас отобрали, помогаем вам, прекрасных лекторов сюда привезли. Это прекрасная возможность вам развиваться. Это толчок будет для вас. Вы получите импульс для саморазвития. Какие-то новые горизонты откроются. Расширите сознание свое. Друзей новых заведете. В этом плане это очень прекрасная, очень хорошая возможность. И уважайте друг друга. И я уверен, наш проект, наша школа будет вам полезной. И вы действительно, когда пройдете весь процесс обучения, общения, действительно вы станете лучше и дальше будете использовать новые знания, новые навыки в своей профессиональной деятельности и будете все на своем участке дальше работать на развитие нашей страны. Всем спасибо. Я очень надеюсь, что вы из моей лекции для себя что-то полезное получили. Спасибо.